Зира Фимас, здравствуйте, уважаемые зрители Апснахабар. Мы продолжаем свою работу. Сегодня у нас круглый стол «Красные линии абхазской политики в контексте угроз национальной безопасности». Благодарю Алхаса Асланзе за тематику сегодняшнего нашего круглого стола. И хочу представить гостей, участники сегодняшнего круглого стола. Историк Руслан Гожба, историк Гурам Гумба, депутат парламента 6-го созыва Илья Гуня, общественный деятель Ливан Мика, юрист, общественный деятель Алхас Асланзе. Вот, приступая к этой теме, я бы хотел затронуть такой эпизод, что ли. Нужно отметить, что мы живем в такое сложное время, и в этом смысле присутствие вот за этим круглым столом сразу нескольких историков, мне кажется, это очень важно, чтобы возможно сопоставить какие-то исторические эпохи, как Абхазия отвечала на вызовы в разные периоды. И с другой стороны, учитывая постоянную военную угрозу, которая стоит перед Абхазией, мне тоже кажется очень важно здесь присутствие на этом круглом столе Ильи Гуня и Ливана Мика, ветераны Отечественной войны. Илья Гуня возглавлял комитет по обороне в 6-м созыве. И я думаю, что вот в таком формате было бы интересно сегодня порассуждать. И хочу первое слово передать Гураму Гумба. И вот первый вопрос такой. Вот красные линии в контексте угроз национальной безопасности, их хотелось бы еще вот такую историческую, может быть, аналогии какие-то всплывают. У меня лично они всплывают, и, возможно, и у других участников сегодняшнего круглого стола. Спасибо, Гурам. Спасибо. Ну, действительно, вот, как ты заметил, такая вот постановка вопроса, сама вот красные линии абхазской национальной политики очень объемная. Обычно бывает очень правильная постановка вопроса, это 50% решения проблемы. То есть, естественно, вот национальная безопасность, она охватывает практически все стороны нашей жизни, любого там, да, национальные интересы, то есть она вот интересы отдельной личности, там, государства, общества и так далее. Вот какое направление мы сейчас не говорили бы, то есть мы можем говорить о защите этих интересов. Но здесь, я думаю, что надо будет сказать, если мы говорим о красных линиях национальной безопасности, общества, государства, там, личности Абхазии, то наше государство, мы должны были бы уже исходить из каких-то определенных критериев. У нас должны были быть уже критерии, из чего мы исходим, где эта красная линия, то есть это уже должно быть у нас выработана в государстве концепция национальной безопасности Республики Абхазия и вообще, я бы шире взял бы концепция национальной безопасности абхазского народа. То есть мы, те, которые проживаем здесь в Абхазии, мы несем ответственность как люди, которые проживают на исторически своей родине, ответственность за тех абхазов, которые проживают за пределы Абхазии тоже. То есть это четко надо вот всегда иметь в виду, это вот две стороны вот национальной безопасности. Если мы пока, к сожалению, у нас четко выработанной такой концепции, как обнародованной концепции национальной безопасности в нашем государстве нету, поэтому, естественно, каждый человек или каждое движение, там у нас очень много партий, воспринимают или понимают национальную безопасность по-своему. Каждый, то есть каждый считает, что это его видение, это отражает, значит, интересы граждан Абхазии на сегодняшний период. То есть, ну, можно было бы примеры сейчас вот брать, вот я просто хочу вот еще раз возвратиться к одному примеру. Мы не будем сейчас говорить, каждый там, национальная безопасность, она охватывает все стороны жизни, да? Но одно из там защита конституционного строя, да, скажем.
Очень многое говорится вот, о Пицунской роще. Просто я хочу еще раз к этому возвратиться. В чем заключаются вот, подходы о защите национальной безопасности? Что значит национальная безопасность? Мы защищаем свои законы в Республике Абхазии. Законы и Конституции является это защитой национальной безопасности или нет? Вот там, значит, видите, вот есть там такая, вот обычно сейчас все говорят о том, что вот координаты неправильно были сделаны. Если координаты сейчас правильно сделаны, можно будет принимать там в парламенте, обсуждать. И другие там вот два момента, которые вот неправильные координаты были сделаны. Но там есть один существенный момент. Почему-то вот мы говорим, там нарушение Конституции. А какое? В чем нарушение этой Конституции? В чем национальная безопасность затрагивается? Есть статья, что на этой территории действует все только Конституция Российской Федерации. Это территория Абхазии. Пускай это будет 1 метр, пускай это будет 100 квадратных метров, не имеет значения. Пускай это будет на 1 год, пускай это будет на 49 лет, пускай это будет на 1 день. Но на этой территории мы допускаем, что законы и Конституция Абхазии не будут действовать. Это означает, что мы, значит, нарушаем Конституцию и отдаем эту территорию. Это есть серьезный ущерб национальной безопасности, понимание, это серьезный сам факт, это недопустим, да, вот, в этом отношении. Ну, если мы несколько таких примеров, если мы берем, допустим, есть безопасность у нас, есть ли у нас безопасность, информационная безопасность, есть ли у нас продовольственная безопасность. Все почему-то мы часто, вот, когда мы говорим безопасность, мы имеем в виду военную безопасность. Да, конечно, у нас сегодня значит, со стороны Восточной Грузии мы постоянно слышим, видим такую ненависть со стороны Грузии по отношению к Абхазии, ненависть по отношению к истории и культуре абхазского народа. Абсолютное такое, да, вот, непризнание сам факт существования самого абхазского народа, постоянно мы слышим это, видим. То есть они, как мы говорим, точат кинжал для того, чтобы использовать любой момент, чтобы напасть на Абхазию. Это мы видим, то есть мы должны, безусловно, быть готовыми к этому. Но у нас есть еще очень много проблем с безопасностью политической, с безопасностью экономической, там, продовольственной безопасностью. И особенно сегодня очень актуально становится культурная и духовная безопасность нашего народа, нашего государства. Идет размытие культуры и духовности абхазского народа сегодня. Это очень опасная тенденция, которая равносильна, значит, физической безопасности. Да? Вот эти проблемы, все мы сейчас, каждая эта проблема мы сейчас, естественно, не можем это, значит, да, обсудить. Это вот заняло бы очень много времени. Ну, я думаю, что в процессе еще мы будем возвращаться. Я вижу уже, это такая тема, что если не остановите, да, потом трудно будет остановиться. На этом я остановился. Спасибо большое. Я думаю, что здесь очень важно, что был продемонстрирован пример. То есть, когда ведется дискуссия и общими фразами, сложно и участникам иногда бывает, и зрителям воспринимать эту информацию. А вот когда есть наглядный пример, например, вот с той же Пицундой, что мы потеряли бы, да, часть юрисдикцию на части своей территории, это красная линия, о которой общественность очень активно говорила, но власть игнорировала. Этот момент сослались в итоге на уже как бы камень, который нельзя было обойти, да, это эти координаты, но фактически в этом соглашении гораздо больше заложено, да, таких мин было. Вот с этими координатами как будто бы мы увели разговор от сути этого соглашения. Я хотел бы вот передать слово Руслану. В таком ракурсе попросил бы, вы знаете, для того, чтобы отвечать на вызовы времени,
очень важно, чтобы политическая элита страны соответствовала духу и вызовам, которые есть. Вот в этом контексте, может быть, мы какие-то эпохи можем сравнить, нынешнюю и из прошлых, и насколько, вот, на ваш взгляд, политическая элита Абхазии сейчас может отвечать и отвечает этим вызовам? Спасибо. Я скажу следующее, очень коротко. Главное, с моей точки зрения, это духовное возрождение культуры, язык, традиции. Все средства, на мой взгляд, еще раз говорю, надо бросать туда. Тогда вам будет и экономика, тогда будет все. Потому что, я же говорил, не хочу быть резким и грубым, резким. Самый страшный враг – наше невежество. Страшный враг, понимаете? Ну, исторических примеров много, коротко. Мы всегда умели себя защищать. Вот в IX веке историки знают, трижды крупные византийские экспедиции были разгромлены Амбарском. Последний раз они потеряли 40 тысяч человек. Абхазов тоже очень много погибло. И поэтому уже по преданию, я говорю по источникам, по преданию, рыбу мы не ели морскую. Не замахозуйство еще с тех, свыше 1000 лет тому назад. Я к чему говорю? Конечно, нужно начинать с детей, с молодежи, прививать им любовь. Начиная с песен, традиций. Не ради показухи, а это большое духовное начало нужно, чтобы большое духовное начало должно быть. Все средства, еще раз повторяю, вот ребята Рыпатусскойку, они занимаются этим делом от души искренне. Каждый из нас, и не только из сидящих здесь, внешне находящихся, каждый может помочь, мыслящий человек, как это говорят, агуарцигро, кондукси медицина. Ну вот, это нужно преподносить, воспитывать. И я думаю, что все будет нормально, потому что наша культура, наш язык, не хочу повторения, но скажу простую фразу. У нас понятие ахаца и герой, мужчина, одно и то же. Значит, народ нес дух воина, они шли по пути воина всегда. Когда читаешь вот эти вот, там, вот на Бусидо и так далее, думаешь, видно, что где Япония, где Кавказ, кавказское влияние очень сильное. Спасибо. Спасибо. Сейчас Руслан сказал, Абхаза и герой одно и то же. Недавно открывал абхазский паспорт внутренний, и там два определения, которые, собственно, наверное, одни из важнейших завоеваний абхазского народа. Да? И там написано Апсо и Ахаца. То есть все правильно, да, идеология. Сложно обойти этот момент. Вроде бы паспорт, да, и иногда они придают значение, могут продавать его, да, как мы знаем, могут раздавать паспорта. Но вот суть, которая там вложена, да, она, конечно, очень много говорит. Я бы хотел перейти к следующей, скажем так, теме в рамках большого круглого стола. Это наша национальная безопасность с точки зрения военной. И мы это обсуждали в студии Апснахабар тоже. До 2008 года и после 2008 года. Вот в этом контексте, когда Абхазия была признана Российской Федерацией, какие все-таки изменения произошли именно с точки зрения концепции военной безопасности, как мы начали к ней относиться. И я хотел бы сейчас слово передать Илье и потом Ливану, чтобы по этому вопросу высказались. Добрый день всем присутствующим. Если говорить о нашей безопасности с послевоенного времени или историю до 2008 года и с 2008 года, то я должен сказать, что до 2008 года Абхазия, конечно, стояла на страже своих рубежей и защищала родину своими силами.
то есть силами абхазских, силами добровольцев, силами резервистов, силами абхазской армии, Министерства обороны, да, всеми возможными силами мы это делали. Это было сложно, здесь присутствуют люди, которые это помнят. Это было почти там, я не знаю, в год бывало иногда 2 раза какие-то происшествия в Гальском районе, вылазки, партизанщина постоянно. То есть до 2008 года у нас состояние было такое. Диверсанты, да, диверсанты. После 2008 года ситуация поменялась, улучшилась. Пришла российская армия, стратегический партнер, нас признали государством, и мы фактически в этом плане вздохнули и имели возможность как бы создать свою армию и развиваться дальше. И никто нам в этом, я думаю, до сегодняшнего дня и не мешал бы в этом плане развиваться. Что я хочу сказать, вот вы посмотрите даже вчерашнее выступление президента, да, который сказал, что сегодня ситуация, реалии сегодняшней действительности намного сложнее, чем в 2008 году. Я вполне с ним соглашусь, потому что в 2008 году, по моему мнению, абхазская армия была на голову выше, мобильнее, могла собраться очень быстро. 2 часа. Да, надо было 2-3 часа для того, чтобы уже все подразделения находились на своих местах. Что мы имеем сегодня? Сегодня ситуация, я думаю, намного хуже в этом плане. Поэтому, если мы говорим о 2008 году и сегодняшнем, да, то реалии, которые мы сегодня существуем, они немножко сложнее. Даже в рамках нашей армии, в рамках нашей страны. А то, что международная обстановка сложная, мы прекрасно понимаем, мы все это видим. Она действительно сложная. Она идет мировой передел. Да. Если мы думаем, что мы в этом не будем участвовать, я думаю, это большая ошибка. Мы все участники этого процесса. Другое дело, насколько мы готовы в этом участвовать. Не в военном даже плане, а в политическом плане. Какие реалии могут быть, как могут развиваться события. Это все должно прогнозироваться государством. Все эти вещи мы понимать должны в этих вещах. Что еще я хотел сказать? Хочу сказать, что бывают некоторые неувязочки. Я сейчас основываюсь, все-таки хочу вернуться опять к выступлению президента, который затронул эти вопросы совершенно недавно. И нам внедряют мысль, что эта опасность, присущая сегодня, наверное, она настолько опасна, да, что вот не нужны никакие там инакомыслия. Давайте, мы должны быть едины, мы должны быть вместе, так как угроза существует. Да. Это тенденция угрозы, когда вот нас все время пугают. Ребят, давайте, вот существует угроза, давайте мы не будем говорить о тех наболевших проблемах, которые у нас сегодня существуют. Я к этому так не отношусь, угроза существует у нас 30 лет. Всегда существовала. И она существовала и до этого тоже, да. Эти угрозы будут существовать всегда. Другое дело, насколько мы к ним готовы. И мне кажется, происходит вообще манипулирование сознанием общества, когда в своем выступлении говорят, что вопросы, которые там, надо решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон, не дай бог наш стратегический партнер обидится или там в случае каких-то военных действий нам не поможет. Послушайте, о каком неблагоприятном фоне идет речь? Допустим, я не понимаю, нам говорят, что вот вы же знаете каких. Это что? Это вопрос недвижимости, это вопрос апартаментов, вопрос электроэнергетики. Это все вопросы, которые общество поднимает. Это вопрос Писунской дачи. Эти все вопросы являются неблагоприятным фоном для нашего стратегического партнера отношениями между Россией и Абхазией. Я думаю, что это далеко не так. Наши отношения не находятся на такой стадии. Да? Наши отношения вписаны в договоре от 2014 года и от 2008 года, и от договора 2014 года, да, о стратегическом партнерстве, о том, как мы должны развиваться, какие на себя риски берет российская сторона, какие мы на себя берем, какие обязательства перед нами стоят. И вот в этом направлении мы должны двигаться.
К большому сожалению, мы не двигаемся в этом направлении, в направлении там, улучшения качества наших вооруженных сил, да, мобилизационной способности. Я не говорю, что ничего не делается. Да, действительно, мы что-то пытаемся делать, но мы могли бы делать это намного эффективнее. Быстрее и качественнее. Да, и качественнее, быстрее, эффективнее. Поэтому и мне очень сложно думать, что наши стратегические и партнерские взаимоотношения с Россией, да, могут повлиять взаимоотношения коммерческие. Я очень не уверен и не согласен с тем, что вопрос покупки недвижимости в республике, постройка апартаментов и постройка там в последующем покупка энергетики, кстати, что есть такая опасность, что все эти вопросы наболевшие, да, это вопросы олигархата, это не вопросы государственные, российские вопросы. Не надо увязывать это две вещи. И когда нам говорят, что давайте, вот может быть война, и давайте мы будем вести себя поспокойнее, скажите, пожалуйста, если может быть война завтра, если такая угроза существует, то почему коммерсанты, допустим, или российский олигархат так реально пытается, Лезет сюда. скажем, вложить деньги в Абхазию? Это же не коммерческий проект. Я бы не путал эти две вещи. Давайте. Коммерция – это отдельно, защита государства – это отдельно. Есть стратегические вещи, которые государство не должно продавать. Вот я как пример привожу аэропорт. Аэропорт является стратегическим для государства объектом или нет? Я считаю, что это стратегический объект, это инфраструктурные вещи. Да? Мы прекрасно понимаем, что, допустим, нашими силами аэропорт мы построить не можем. Но построить само здание аэропорта, допустим, или отдать в пользование и подарить полосу, да, на которой садятся самолеты, это должно быть государственной собственностью. То есть есть какие-то разделения, которые должны существовать. Это все в рамках безопасности нашего государства. Это все. Согласен. Я хотел бы поблагодарить всех сегодня за участие в нашем круглом столе. Я думаю, мы будем продолжать серию круглых столов для того, чтобы обсуждать такие наболевшие острые проблемы нашего общества. В нашем обществе не хватает этого дискурса, не хватает вот этого открытого, честного разговора. То есть мы, вот и то, что, например, да, продемонстрировали вчера на съезде правительственной партии, то есть я считаю, что должны были приглашать, если они говорят об единстве, то есть они должны ее демонстрировать, потому что единство, оно должно иметь какие-то формы, да, то есть должны быть приглашены оппозиционные партии, все, и на этом съезде должно было быть несколько точек зрения, даже оппозиционная точка зрения. И эта оппозиционная точка зрения должна была быть, если даже они не согласились, она должна быть принята. Вот это и есть единство. Единство – это когда ты, если даже не согласен с чужой точкой зрения, принимаешь ее и двигаешься вместе. Вот, поэтому призывать к единству, а демонстрировать противоположное – это на самом деле значит не желать его. Поэтому мы, я считаю, должны демонстрировать обратное, мы должны демонстрировать согласие с разными точками зрения и пытаться приходить к общему, да, пытаться находить взаимоприемлемые какие-то формы. И, конечно, сегодняшний наш разговор, он очень, Гурам правильно сказал, очень объемный и затрагивает все сферы жизни. Да? Там нету такой сферы жизни, которую бы он не затронул. И я поэтому хотел начать с внутренней тоже безопасности, сказать, что на самом деле сейчас одна из острейших проблем, с которой мы сталкиваемся, это вот демографические волны, в которые мы сейчас
находимся, это когда смертность стала превышать рождаемость. Это яма демографическая. Да, демографическая яма, да. И на самом деле на этом фоне, когда мы понимаем, что наша титульная нация, которая всю, так сказать, такую нагрузку за создание государства абхазского взяла на себя, и мы знаем, что около 80% погибших в Отечественной войне, да, более 80% это абхазы, и в данной ситуации, естественно, это рождаемость, это результат того, что те, кто погиб в Отечественной войне, вот их теперь должны были быть внуки, которых сегодня нет. И та ситуация, да, которая просто, можно сказать, катастрофическая, с тем, что огромное количество людей, которые перешли возраст, да, когда надо было создавать семьи, да, жениться и выйти замуж, их катастрофически огромное количество. И что у нас мы можем констатировать, это то, что репатриация у нас практически провалилась за последние 3-5 лет. Практически, там, не знаю, если единицы не приехали, то такого, значит, состояния в репатриации еще у нас никогда не было. И вот эти проблемы, на фоне этих проблем, когда у нас демографическая яма, когда у нас огромное количество ребят и девушек не создают семьи, вот эти вот национальные, такие крупные национальные вопросы вообще даже не обсуждаются, находятся в стороне, а обсуждается вопрос, как, значит, удачно продать землю. Да, землю, как удачно продать землю, которая официально у нас не продается, но все знают, что за бумагами о аренде или долгосрочной аренде стоят, значит, стоит купля-продажа, сотни миллионов рублей, сотни. И там, то есть там, если там 10 гектаров, это порядка 100 миллионов рублей. Но оформляется это как долгосрочная аренда, там, то есть с формальной точки зрения они не продаются, а фактически продается. Это такие, можно сказать, даже не серые, а темные криминальные схемы. Вот недавно, да, вот всеми обсуждаемая ситуация в Гаграх, когда несколько сот миллионов рублей не могут поделить там, значит, не могут найти, да, и все об этом знают, да. Тоже та же ситуация в МВО, ПВО, когда, значит, вновь, значит, приобретенные, значит, собственники там раздавали по 30, 40, 50 миллионов за этажи, там, за какие-то, значит, это. Все об этом говорят, все об этом знают, но у нас нету купли-продажи. Но это, просто, я не знаю, это лицемерие, да, такое, которое на самом деле может нас погубить. И то, что говорил Илья, да, о том, что на самом деле в нации, да, в образе жизни абхазской нации всегда был независимый собственник, да, это была основа абхазской, значит, социальной системы, да, это он имел свой участок, свое фермерское хозяйство, и он мог содержать, да, свою семью, и мог позволить себе и оружие, и, так сказать, воинскую доблесть, да, потому что был экономически независим, да. И вот такой слой потихоньку в Абхазии
слой собственников возникает, да, который сегодня сейчас, то было натуральное хозяйство, а сейчас в современном мире это собственники небольших отелей, ресторанчиков, не знаю, различных видов, да, хозяйствования, где и появляются вот это собственники, да, и это их становится с каждым годом все больше и больше. И здесь на этом фоне, значит, нам предлагается, что в страну придут олигархи, которые построят многотысячные инвесторы, да, многотысячные отели. Что вы предлагаете, чтобы наши маленькие собственники, которые являются социальной основой нашего общества, пошли туда работать обслуживающим персоналом, значит, чтобы дочери, значит, их шли туда горничными, а сыновья шли туда охранниками и так далее. То есть это попытка социально изменить, да, наши устои, наше развитие, которое идет. И в этом я вижу национальную безопасность, то, что защита малого бизнеса. А, кстати, еще под этот инвестиционный, так сказать, крупный бизнес ведут переговоры, чтобы снять с них налоговую нагрузку. Да. То есть если ты большие деньги вкладываешь, а маленькие деньги вкладывает, который отрывает от своей семьи, да, развивает свой бизнес, ему надо по полной, значит, налоги все заплатить. А крупному бизнесу, который, значит, миллиарды долларов, значит, тоже, его надо освободить. Это вообще, я думаю, это антиабхазское решение, да, когда даже античеловеческое. Антинародное, да. Народное человеческое. Вот. И я хотел бы здесь пойти по поводу то, что мы говорим информационной безопасности, той, которую мы формируем. Мы должны видеть, что формирование этой информационной площадки – это и есть наша безопасность, где национальные ценности, о том, что говорил Гурам, да, духовно-нравственные ценности нашего абхазского народа, они там представлены, да, то есть где идет развитие, и мы видим, что наши дети пользуются этим, у них есть доступ к этой литературе, к этим фильмам, мультфильмам на родном языке и создавать этот продукт. Мы знаем, как мучаются все наши творческие люди, как они нищенствуют, как у них нету нормальных, да, человеческих условий создавать. Как в таких условиях мы говорим о том, что мы можем национальную культуру поднять, национальную духовность поднять, если на это не выделяются вообще никаких денег, там как копейки какие-то. И что касается, естественно, мы часто, я много говорю, я, наверное, в конце мы должны сказать и так скажем, военной угрозе, которая, кстати, мы постоянно на нашем канале это обсуждаем и говорим, она у нас, я думаю, вообще, как бы, это наш крест, да, то есть... Крест мужчин. Крест мужчин, Амчер, да. Поэтому говорить, что вот сейчас мы должны, вот, до этого не должны были или после не должны, это всегда, и мы не можем эту ответственность перекладывать ни на кого. Это и формирование нашей, да, это всегда, это и формирование нашей нации проходило через возможность защитить себя, возможность. И наша культура – это воинская культура, это культура воинов, благородных, честных, которые никогда не идут против своей совести. Поэтому я думаю, что эта концепция, о которых мы говорим, да, вот сейчас все говорят о том, что вот нам, значит, власти сейчас, мы, кстати, это еще говорили тогда, когда все было спокойно, а мы первый
беспокоились об этом, да, но, слушайте, я хочу, уже прошло больше, уже больше года, когда мы ставили этот вопрос. Почему у нас не написана концепция, что за год невозможно было уже создать документы, принять законы под эти документы? Это доктрина, о которой мы говорили. Да, доктрина, о которой мы говорили, там она на 2 страницах создана, да, ее же надо расписать, ее же надо углубить, ее же надо показать. Почему? Вот мы говорим о согласии, да? Вот, пожалуйста, тема, по которой пригласите нас всех. Мы все с удовольствием примем участие в этом, в создании этого документа, да, для того, чтобы там показать, расписать, что нам необходимо в первую очередь, какие аспекты может взять на себя государство, какие аспекты может взять на себя бизнес наш, который всегда отзывчив на такие вопросы, какое участие в этом может принять наша диаспора и так далее, и так далее. То есть вот эти вот все вопросы, я думаю, очень важны, и я думаю, мы их, наверное, в дальнейшем будем все раскрывать. Спасибо. Хас, передавая тебе слово, я бы хотел такой большой мост построить от того, что говорил Ливан по поводу вот этих коррупционных схем, да, как вот здесь у нас название круглого стола «Красная линия», но красное пятно – это точно коррупция в Абхазии, да, и вот мы практически не видим этой борьбы с коррупцией, есть громкие дела, да, но то же самое, общество уже было в курсе каких-то, да, событий, это все обсуждалось, прокуратура и, в общем, власть с большим опозданием реагировала на эти случаи, и мы знаем примеры, например, того же вопроса там, с сдачей Пицунда, есть нарушение, о котором говорит Генеральная прокуратура, но как бы никто не виноват. Есть. Всем добрый день. Спасибо всем выступающим, очень интересно. Насчет того, что ты сказал, Ливан, понятно, что коррупция и протекционизм – это тоже, в принципе, рядом понятия, находящиеся в одной плоскости. Не всегда может быть и материальная заинтересованность, прямая коррупция. Бывают и протекционистические меры, когда в угоду режима или в угоду каких-то действий совершаются намерения ошибки. Я не верю в какую-то вопиющую некомпетентность. Да, она, возможно, тоже присутствовала, но в основном это все умышленные действия, умышленные вещи. На самом деле, да, я бы тоже, все возвращаются ко вчерашнему съезду, да, выступления различных государственных деятелей высокого ранга. И опять же, я тоже слышал призыв объединиться, призыв быть едиными, но я не вижу той ситуации, в которой мы должны быть едины просто с какой-то чиновничьей группой, которая хочет держаться у власти. Нет, мы как народ, как общество должны быть едины в борьбе с коррупцией, мы должны быть едины в том, чтобы мы усиливаем обороноспособность и безопасность страны. Мы должны быть едины в том, чтобы навязывать принципы закона, единого для всех закона. Мы должны быть едины в сохранении нашего языка и культуры. В этих вещах мы должны быть едины. Но, опять же, это же что? Это логика действий. То есть эти вещи мы можем быть едины только в каком-то действии. А когда такие громкие призывы, реально никакой работы нету, что мы видим? Мы видим громкие призывы объединения, с другой стороны подготовка к такой скрытой продаже недвижимости, скрытая в кавычках, это открытая продажа недвижимости. То есть это вообще для меня название красной линии, это одна из основных красных линий. Это когда мой народ потеряет свои основные активы, земельные и так далее, лучшие места. Рабство. Народ будет замещен, то есть сюда приедут другие люди,
которые будут жить в этой стране и будут вести бизнес, и почти многие ключевые вещи очень быстро приберут к рукам. И правильно, как заметил, и моему народу предлагается рабочие места эфемерные, да, уже непонятно. Понятно, что никто в руководство там больших гостиничных апарт-комплексов нас мало кто пустит. Это какой-то, ну, это, не знаю, может там какие-то свадебные генералы будут, но это реально быть горничными, там, шоферами. Это, да, тоже обычные человеческие профессии, но все-таки мы видим будущее своего народа иначе, мы видим его по-другому, мы хотим, чтобы он был развит, чтобы он имел, во-первых, и свою страну у себя под ногами, и чтобы лучшие места остались нашим детям и внукам, и чтобы, да, любые профессии нужны, но каждая семья, абхазская или не абхазская в этой стране, должна иметь возможность для развития. Что мы видим насчет, опять же, для меня ну, немного удивительна вот эта риторика по поводу обороны страны. Ну, честно я скажу, вот, более взрослые люди здесь сидят, разве у нас за 30 лет вероятный противник поменялся? Никто у нас не поменялся, у нас тот же вероятный противник, та же вероятность агрессии в нашу сторону, все это присутствует. Но это было и вчера, это было позавчера, это есть сегодня, и, к сожалению, это будет и завтра. Да, мы должны все вместе в едином порыве работать над обороноспособностью страны, над безопасностью, над повышением духа нашего народа, чтобы мы верили, более милитаризировать, чтобы поднять дисциплину. Но мы не можем снизу поднять дисциплину. Дисциплина – вещь вертикальная. И если у нас в стране отсутствует финансовая дисциплина как таковая, если у нас в стране отсутствует дисциплина в правительстве, если любое действие любого члена, да, там, высшего... Определенная дисциплина в правительстве все-таки имеется. Ну, она не та, которую мы ожидаем. Оно защищается, оно оправдывается. Это не та дисциплина, о которой мы говорим. То есть, ну, я не знаю, мы все ссылаемся на этот съезд, ну, возможно, у людей такое мнение, но я, например, не разделяю его. Я считаю, что нет никаких обстоятельств, при которых мы должны продавать апарт-отели иностранным гражданам. Это самая главная угроза на сегодня, а не наоборот, мифическая какая-то... Да, хуже войны. Да, конечно, да, мифическая какая-то угроза нашего... Ну да, она не мифическая, она реальная, но она постоянная. Она постоянная, мы в этом режиме всегда. У нас была ситуация, когда вся наша страна была заселена и ненавистниками нашей независимости, нашей государственности. Но мы вышли из этой ситуации, выплыли ценой огромных потерь. Поэтому я не вижу, да, надо, конечно, укреплять оборону страны, надо идти в этом направлении. Надо улучшать наши внутренние какие-то моменты с дисциплиной, с той же финансовой, не знаю, воинской. Надо милитаризировать наш народ, нашу страну. Это все вещи правильные, но я не вижу от властей ничего, кроме деклараций. Но с другой стороны, я вижу, что они хотят продавать недвижимость. Они долгое время, несколько лет говорили о том, что наш народ беспомощен, что мы ничего сами не можем. Кстати, риторика поменялась. Риторика немного, да, изменилась. Под давлением, мне У нас кажется, есть много эфиров, где мы удивляемся и возмущаемся вот этой риторикой, когда мы ничего вообще не можем. Ну, да, чуть-чуть она поменялась, ну, будем говорить, будем что дальше есть позитивные изменения. Илья хотел сказать. Я просто добавок к тому, что ты говоришь, у нас действительно была ситуация намного хуже, чем сегодня. Это никто... У нас была ситуация, когда не было ни одного союзника в Абхазии. Да. Ну вы же понимаете, ни одного. Да. Мы же выстояли. Мы до 2008 года Кстати, самое хорошее это. мы справлялись. Сами жили. Вот когда мы ни на кого не надеялись и подняли все свои силы
коэффициент полезного действия у нас был вот направлен в одну сторону, и мы все старались что-то сделать, у нас получалось. Потом мы расслабились. Сегодня у нас есть один из самых сильных стратегических союзников. В регионе уж точно. В регионе, да, в регионе, конечно. Ядерная держава, да, стратегический союзник. У нас есть договор, есть параметры этого договора, да. Ребята, что нам мешает развиваться? Я не понимаю, что нам мешает развиваться. Вы до этого сказали, это коррупция и все остальное. И прежде всего, я считаю, что мы вообще должны начинать с образования. У нас молодежь, если мы не вырастим образованную элиту, которая будет править государством в будущем, которая будет приходить и будет грамотно расставлять приоритеты, у нас нет будущего. Если у нас не будет хорошего образования у наших детей, если мы не сможем организовать хорошие детские сады, если мы не сможем образование в школах преподавать нормально, в университете, если у нас не будет спорта, да, если, как нам советуют, там у нас такие погодные условия, там плавайте, плавайте, послушайте, о чем вы говорите. Это то, на что государство должно прежде всего реагировать и вкладывать деньги. И жалеть средств никаких. Да, действительно, средств, наверное, мало. И я не против того, чтобы кто-то там строился в Абхазии, чтобы инвестиции в Абхазию шли. И инвестиции в Абхазию, почему мы боимся? Потому что мы знаем, какая система у нас в стране. 30%. Да. Мы знаем, что эта система завтра даст паспорта. Мы знаем, что закроет глаза на какие-то там вещи, да, и никому не будет наказания. Мы целую территорию международный, мы подписываем международный договор, готовим документ, двухсторонний документ, в котором нарушены координаты, и территория становится совершенно другой, и мы спокойно к этому относимся. По ошибке отдали там пол территории. Но намерения были хорошие. Ничего страшного. Намерения же были Что значит ничего страшного? Кто несет ответственность? Хорошо, что увидели. Не, это увидели еще в 6-м созыве. Кстати, мы не поднимали этот документ, сказали тихо, вернули, сказали, исправьте. Там совершенно другие параметры. Слушай. Даже тогда... Конечно, это тогда мы заметили, это было тогда, говорили. Нам говорят, а где документ, что вы, слушайте, при чем тут такой парламент отослал вам это? Когда президент говорит о том, что наша безопасность была бы намного сегодня лучше, если бы мы отдали в свое время 50 гектаров земли. Послушайте, при чем тут 50 гектаров земли под строительство какой-то инфраструктуры, когда у нас не выполнены параметры договора 2014 года, там о земле вообще речи не идет. Но это в приложениях о земле, а в самом... Ни в приложениях нету никакой земли. Какие приложения? Нигде нету ничего. Когда документ от 2014 года, на реализацию этого документа было отпущено 3 года. То есть в 2017 году у нас должно было быть уже все. Мы в 2019 году только пытались сделать соглашение, в котором только и стояли то земельный вопрос, то права собственности на землю, то права... то есть парламент же не сумасшедший, чтобы сами себе навредить. Да? Мы в то время просто показали и указали на те ошибки, которые есть, отправили документ обратно. Что мешало? Да, это та бывшая власть, как говорят сегодняшняя власть, говорит, это бывшие натворили. Послушайте, с того времени прошло 3 года. Лично по этим вопросам я, еще находясь депутатом, был у президента в Жане. Показал каждый документ, каждый листочек, объяснил то, что я вам объясняю. И сказал, вы должны это делать, с чем он не согласился. Сегодня опять у нас 50 гектаров выплывает непонятно откуда. Не об этом речь. Речь о том, что если есть договор, если есть международные соглашения, их надо соблюдать, их надо реализовывать, и к ним надо относиться серьезно. Когда вот мы говорим политическая элита Абхазии, на мой взгляд, политическая элита это государственная элита. Но, на мой взгляд, у нас нет еще политической элиты. Нету государственной элиты, которая мыслила бы, да, категориями независимого государства. Еще не сложилось. Я же давно говорю, у нас только административная элита, пока еще, это я могу
Вот даже одним примером это можно доказать, что у нас еще не сформировалась элита такая в Грузии. После до 2008 года, вот такой, да, вот после признания, все договора, более 100 договоров мы имеем с Российской Федерацией, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности. Ни один договор, за редчайший, там может 1, 2, 3, которые добавили, все эти договора представлены Российской Федерацией. Договора, которые мы имеем, не было представлены со стороны Абхазии. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не формулируем свои интересы. То, что мы хотим, мы до сих пор не можем сказать. Российское государство хочет нам помочь. Это наш союзник, который нас признал и дает нам возможность для того, чтобы создать правовые условия, чтобы мы могли бы развиваться. Но мы должны представить, что мы хотим. Но этого мы не представляем. И сегодня это один из ярких таких, потому что административная элита обычно такие задачи ждет из центра. Как в автономной республике ждали из центра, так и мы сегодня ждем из центра. Вот в чем проблема. Вторая задача, да, вот если мы берем, в чем это еще доказывает. Сегодня идет гармонизация абхазского законодательства с российским законодательством. Очень много. То есть идет такие параллельные, каждое министерство имеет с министерством Российской Федерации. Там такие четкие такие идут. О чем это говорит? Гармонизация законодательства, это безусловно, вы все прекрасно, вы же знаете, что это когда два государства, между государствами меняют свои законодательства и создают какую-то общую, которая учитывает интересы обеих государств. Ну а как у нас эта гармонизация делает? Мы получаем, то есть наши чиновники, ну, просто они должны это, они берут законодательство Российской Федерации, абхазские, значит, законы, значит, приравнивают к российскими законодательствами, и наши законы, значит, делаются на основе Российской Федерации. Любое государство отличается от другого государства своими законами. Поэтому существует граница, что на одной границе, на следующей границе не делают. То есть фактически, что это означает? Что на уровне правового создается единое правовое поле. Если создается единое правовое поле, извините, это одно государство уже. То есть официально назови как хочешь, но фактически это одно правовое поле. Это очень такие моменты, которые серьезно наносят огромный ущерб национальной безопасности. Фактически не только, значит, да, материально, вот, чисто такой национальной безопасности, потеря значит, суверенитета, вот, потеря ослабления национального самосознания. Это очень важные такие моменты, которые постоянно у нас в обществе происходят. Если вы, вот, например, вот я позавчера или 2 дня назад по телевизору показывали, что у нас принимается закон, гармонизируется закон об образовании с Российской Федерацией. Я думаю, что вряд ли кто сейчас усомнится, что закон Российской Федерации поменяют для того, чтобы ее гармонизировать с абхазской. То есть абхазская будет подогнана под Российской Федерацией. Это реальность, которую мы имеем. И какой, вот мне хотелось бы узнать, это что за закон в образовании, уже говорят, что в первом чтении принято. Это очень важные моменты, которые показывают сегодня, на мой взгляд, что, к сожалению, наша политическая элита не соответствует интересам и чаяниям абхазского народа, вообще граждан Абхазии, не соответствует, значит, независимому государству, интересам независимого государства. Второй момент, что хотел бы я отметить, вот мы говорим о, значит, да, безопасности и так далее. Часто говорится о том, что гарантом безопасности Абхазии является Российская Федерация. Российская Федерация наш союзник. Российская, безусловно, это крупнейшая ядерная держава. Значит, у нас есть договор, значит, военной базы российские здесь стоит на территории Абхазии. Но гарантом безопасности Абхазии является абхазский народ. Это сама постановка вопроса уже неправильно. Она неправильно формулирует, опять-таки, национальное самосознание. Гарантом является только граждане Абхазии, абхазский народ, а Россия является гарантом ненападения
нашего, значит, неугомонного врага, который никак не хочет, значит, да, успокоиться, пытается колонизовать заново, колонизовать Абхазию. То есть гарант не нападения. Естественно, это союзник. Не будет, допустим, да, защитников здесь народа не станет, никто гарантом не может быть. Только это, то есть вот этот подход, к сожалению, вот часто мы это повторяем, а вот здесь очень правильно было сказано, что вот именно мы, когда еще хуже было, когда ни одного союзника, наоборот, весь мир был против нас, мы, значит, защищали свое государство. Я два слова скажу, коротко. События 1866 года, 1877 года, восстание абхазского народа. Почему произошли? Земельный вопрос, несовместимость нашего права, наших традиций, наших обычаев с российским законодательством. Конкретно, там очень... То же самое происходит и сегодня. На одни и те же грабли разве можно наступать? Я хотел отметить один, на мой взгляд, важный момент. И Илья об этом говорил, о безопасности, и Ливан говорил, и Алхас, о риторике, да, наших властей. Меня в последнее время удивляет, что абхазские власти ссылаются на действующее руководство Грузии, что они как бы не готовы на нас напасть, но если произойдет там, значит, смена, то вот те как бы будут нападать. Мне очень интересно, как происходит анализ этой ситуации, как вообще это преподносится нашему обществу. Мы знаем, что у нас нет мирного договора, что мы фактически уже не сторона в конфликте даже по женевским дискуссиям, что мы не очень-то жаждем встречаться с иностранными представителями здесь, да, вот мы это все делаем и ссылаемся, что на благосклонное нынешнее руководство Грузии, которое, значит, не будет на нас, да, нападать, а вот следующее, значит, не нападут. Но при этом, еще раз хочу заметить, я об этом даже писал, что нынешнее руководство Грузии запускает заводы по производству дронов, увеличивает военный бюджет, проводит учения с НАТО. Это же все нынешнее руководство Грузии. И вот почему я это говорю, это как раз, Илья, вот к твоим словам, о том, что это просто попытка манипуляции, манипулировать общественным мнением внутри нашей страны и выдают абсолютно некорректный анализ ситуации в Грузии. Вот наше руководство нам дает некорректный анализ, чтобы манипулировать. Ситуация в Грузии не меняется от того, кто там находится президентом. Для Абхазии это константа неизменная. Вот можно вставку прямо туда одну. Посмотрите, в то время, как мы говорим, что сегодняшнее не хочет там руководство страны, но в апреле намечается там, если вдруг что-то произойдет, то значит там откроется здесь второй фронт. И в то же время, говоря о том, что тут может быть война, в то же время в Госдуме сейчас занимаются вопросом об открытии, допустим, авиасообщения с Тбилиси. Ну не вяжется, вы знаете, наша внутренняя политика, то, что мы говорим по отношению к Грузии, то, что Грузия делает, и то, что Россия делает по отношению ко всем, все это не вяжется. Давайте мы более внимательно относиться вообще к этим вещам, потому что, не надо нас пугать постоянно, понимаете, для того, чтобы, надо запугать, знаете, система очень простая, народ надо запугать, народу надо сказать, что сегодня существует опасность войны, катастрофа, давайте тихо сядем, если мы не продадим, не отдадим и не подарим, да, то нас никто защищать не будет. Это что за политика? Это политика какого государства? Если это мы политика сами отдадим, у нас силы отнимут, да? Все, вот к чему сводится вся политическая вещь, которая сегодня... Спасибо, я просто хотел... Дипломатия рабов, Можно я тоже фразу хочу сказать? Я даже записал. Уважаемый Руслан вначале это сказал, самый страшный наш враг – это наше же невежество. Спасибо. Вот можно констатировать. Кто тебе подсказал это? Руслан вначале сказал. Спасибо большое, спасибо, что смотрите Астахабад. Спасибо нашим гостям.